Да, это удивительная игра. Я смотрела ее сегодня. Это новая ролевая игра, которая потрясает воображение. Она называется Mass Effect для Xbox, игровой системы Microsoft, и в ней можно встретить цифровую наготу. Представьте себе, игрок может вступать в половые отношения и сам решать, как они будут протекать, если вы понимаете, о чем я. Игра помечена для взрослых, но критики настаивают, что в нее могут играть как дети, так и подростки. Компания Microsoft на эти заявления ответила: это неправда. Мы активно поддерживаем возрастные ограничения и обеспечиваем пользователей такими современными возможностями, как родительский контроль и семейный таймер, которые позволяют родителям и опекунам отслеживать содержание игр, в которые играет их ребенок, и видеть, сколько времени он за ними проводит. С нами Купер Лоренс. Она психолог, автор радиопередачи и новой книги «Культ совершенства». И Джефф Килли, эксперт по играм Spike TV. Приветствую вас обоих. Купер, меня гложет сомнение, когда я читаю про все эти родительские контроли и прочие службы от Microsoft. Потому что на самом деле ящик Пандоры открыт. Несмотря на все эти ограничения, дети могут получить свободный доступ к любым играм. И если вы не дежурите над ними постоянно, они найдут способ добраться до травмирующих их психику материалов в интернете. Насколько же такие игры опасны для детей? Как будто 13-летние мальчишки не видели журнала Playboy, потому что им запрещают его смотреть. То же самое с родительским контролем. Давайте говорить на чистоту. Кто играет в игры? По статистике, это маленькие дети, они взрослые отцы, правильно? Травмирующий эффект вот в чем. Исследования показывают, что насилие в играх учит детей быть бесчувственными, сексуальность тоже. Потому что у ребенка еще не зрелое сознание, он еще не решил, что в жизни важно, как вести себя, как относиться к женщинам. И вот игра показывает ему, что женщины нужны только для удовлетворения похоти, как такие горячие тела и ничего больше. Игры не показывают, что женщины важны не только из-за своей сексуальности. Игрок в роли мужчины просто выбирает, с кем ему спать. Так давайте послушаем мнение Джеффа. Вы совершенно не правы. Во-первых, игрок может играть за женщин. Купер, вы вообще играли в Mass Effect? Нет, конечно. Ну так как же вам хватает наглости обсуждать ее? Следующее. В начале разговора было сказано, что в игре полная цифровая нагота. Это тоже неправильно. В Mass Effect нет никакой наготы, кроме попы инопланетянки. И встречается только маленькая эротическая сцена длиной в 2 минуты из 30 часов истории о командире Шепарде. Джефф, разрешите вопрос? Я не играла в Mass Effect, но я видела много трейлеров, стараясь понять как можно больше об этой игре. Так вот, когда я хотела запустить ролик, появлялось окошко, спрашивающее мой возраст. Причем не нужно проходить никакое длительное сканирование, ты просто вставляешь цифру 17 или больше и смотришь трейлер. Так что такие окошки детей не останавливают. Лично я ничего травмирующего не увидела, но вопрос остается открытым. Как игры влияют на восприятие детьми насилия и сексуальности? Потому что эти игры вполне способны формировать детское мировосприятие. Если говорить о преподношении сексуальности детям, то Mass Effect выполняет полезную воспитательную роль, потому что там игрок сам выбирает свой путь. Игра не заставляет вас быть злым или развратным. Вы даже можете пройти ее всю, ни разу не вступая в половые отношения. Правильно, и мальчики будут отказываться от секса. Давайте говорить на чистоту. Но поймите, Купер, добиться секса в Mass Effect не так-то просто. Вам не предлагают сношаться на первом уровне. Для этого нужно развить отношения со своей пассией, которая, кстати, располагает блистательным искусственным интеллектом. Вы можете влюбиться, играя в Mass Effect. Это почти как реальная жизнь. Игры — сильная форма искусства. Но я располагаю данными исследований университета Мэриленд, которые гласят, что мальчики, играющие в видеоигры, не понимают разницы между играми и реальностью, если у них нет реального опыта. Вы представляете игры в неверном свете. Я могу подтвердить, что игра действительно очень красивая в художественном плане. Это фантастическая игра, и секс представлен там очень скромно. Скажем спасибо Джеффу и Куперу и обратимся к другим членам дискуссии, выслушаем их. Знаете, я раньше никогда не играла в видеоигры. Мой первый опыт был этим Рождеством. И когда я покупала диск, я видела на его коробочке возрастной рейтинг. Родители должны учитывать его, когда покупают развлечения для своих детей. Что вы об этом думаете? Я только на прошлой неделе купил Princess Enchanted Brides для своей 6-летней дочери, потому что я не разбираюсь во всех этих играх. Вообще-то это игра для совершеннолетних. И вот ты с этой принцессой, или кто бы это ни был, в комнате, и непонятно, что делать, я не понял. Но скажу вот что. Разве можно сомневаться, что Люк Скайуокер в антураже порнофильма «Дебби Does Dallas»
голос — это плохо. Ведь это было бы действительно плохо, потому что я не позволю играть в Mass Effect в моем доме. Да, Mass Effect тоже получила рейтинг игры для совершеннолетних. Самое сложное начинается, когда папа покупает игру для себя. Взглянем правде в глаза. Многие мужчины любят играть. Но как только папа покупает игру для себя, дети сразу же берут ее на заметку. Мы не можем следить за ними день и ночь. Сейчас уже не времена журнала Playboy, когда мамы весь день проводили дома с детьми. Когда ребенок возвращается из школы и дома никого нет. Как вы думаете, что у него на уме? Я хочу попробовать папину игру, пока его нет. По-моему, это опасно. Я хочу купить игру, где вы деретесь с Чаком Норрисом. Особенно в Рождество, когда дети просят все подряд. Я удивлена, что Mass Effect не поставили рейтинг МО, только для взрослых. Это самый подходящий для нее рейтинг. Так что рейтинговой службе надо сменить мозги. Я чувствую себя устаревшей. Что произошло с Atari, пинболом и Pac-Man? Mass Effect — это очень сложная игра, фактически то же самое, что остросюжетный фильм. Эта игра очень сложная. Но надо быть осторожным. Давайте признаем, интернет полон вредных вещей, так же, как и игры. И правда в том, что не государственным службам нужно цензурировать все подряд, а все-таки сами родители, как сказал Чет, должны знать, во что играют их дети. Похоже, сегодня быть родителем гораздо сложнее, чем вчера, потому что информации стало намного больше. Интернет облегчает доступ до любой вредной информации, даже если вы не даете ребенку денег на игры, он все равно сможет играть в них даже на своем телефоне. Сегодня нелегко быть родителем. Это очень щекотливая тема, а сейчас у нас небольшая пауза, не переключайтесь.